Комплексная программа обучения судебных исполнителей реализована при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в сотрудничестве с Международной организацией по праву развития в рамках проекта технического сотрудничества «Кыргызская республика. Наращивание потенциала службы судебных исполнителей». Данный проект технического сотрудничества является частью программы правовых реформ, осуществляемой Европейским банком реконструкции и развития. Тема особенностей обращения взыскания на городской, сельскохозяйственный земельный участок и животных должника включена в комплексную программу обучения судебных исполнителей в соответствии с учебным планом Высшей школы правосудия при Верховном суде Кыргызской республики. Целью обучения является предоставление судебным исполнителям теоретических знаний и практических навыков при обращении взыскания на городской или сельскохозяйственный земельный участок, принадлежащий должнику, а также на животных должника в процессе исполнения судебных актов. Сегодняшняя тема, она, конечно, и для меня вызывает особое такое отношение. Обычно обращение взыскания на городской, сельскохозяйственный земельный участок и животных должника. Животных должника это, как правило, у нас возникает только у сельских, судебных исполнителей проблема. При исполнении исполнительных документов по обращению взыскания на городской или сельскохозяйственный земельный участок судебные исполнители могут оказаться в сложных и неоднозначных ситуациях. Теперь, что касается реализации сельскохозяйственных участков. Я не знаю, это по сути тоже определенная проблема существует. Во-первых, с чего должен начать судебный исполнитель? Мы делаем запросы в госрегистр, регистрирующий орган. И вот нам приходит ответ. За должником Ивановым числится земельная доля, там столько-то, столько-то, находящаяся. И вот тут встает вопрос. Здесь доля должника. По большому счету, там еще есть 5 его сособственников. И возникает вопрос. У нас была такая ситуация. Суд нам изменил способ и порядок исполнения и обратил взыскание на долю должника. При этом он не указал эту долю. И каким образом мы должны реализовывать. Мы обращались и за разъяснением, и за этим. И, этот исполнительный документ, он до сегодняшнего времени у нас не исполнен. Об управлении землями сельхозназначения. И кстати, еще про торги я хотела сказать. Если мы объявляем торги, там те же условия, что и при проведении у нас торгов недвижимого имущества, но что связано с землей, у нас не имеют права участвовать в торгах иностранные покупатели, потому что иностранцам не может быть передано имущество. И поэтому, когда мы берем подписку, смотрите, статья 7 этого закона, говорится, предоставление и передача в собственность земель сельхозназначения в Кыргызской республике запрещается иностранным гражданам, юридическим лицам и государствам, кроме случаев, предусмотренных Земельным кодексом. Сейчас я вам больше скажу. Есть проект постановления Пленума Верховного суда о порядке этих рассмотрений, изменений способа исполнения. И там указано, что для того, чтобы судебному исполнителю обратить взыскание, ему не нужен новый судебный акт. Я не знаю, я думаю, они в ближайшее время примут это постановление, утвердят, оно сейчас проектом идет. Должник должен быть поставлен в такие условия, при которых ему выгодно будет заплатить эту сумму, в частности, мы о сумме говорим, чем ждать, когда с него это все таким образом заберут и продадут и тому подобное. Обращение взыскания на животных должника не имеет системно налаженного механизма в исполнительном производстве. Например, судебный